Все, мы вас видим Да. уже, что Да, слышим тоже, добрый да. вечер. Добрый Мгм. вечер, вам Добрый слово. вечер. А презентацию сама должна подключить или техподдержка мне подключает мою презентацию? Одного сезона. Десятки тысяч школьников нашей страны ну, проходят школьные этапы, уже начинают участвовать в разных олимпиадах. А, Так, видимо, у меня связь не очень хорошая, да? И начинают активно готовиться к олимпиадам. Мгм. Хорошо. То мне тут выходит надпись, что плохое соединение, что можно отключить камеру. Ага. Так. И для нас, организаторов олимпиад, очень важно, чтобы чтобы охватить олимпиадами максимальное количество детей, чтобы дети могли иметь возможность принять участие в интеллектуальных состязаниях. Так, куда нажимаю, чтобы следующий слайд был? Вот. Мгм. Я вам сегодня расскажу об основной олимпиаде, российской олимпиаде. Это Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам, которую принято кратко называть ВСОШ. Организатором этой олимпиады в России является Министерство просвещения Российской Федерации, а в Республике Саха-Якутия Министерство образования и науки нашей республики. Но курирует, координирует эту работу отдел общего образования. Наша организация, наше учреждение Малая академия наук республики является региональным организатором. Вот хочу перейти на официальный сайт Олимпиады. Так, почему не перехожу? Добрый день. И вот Значит, сайт Олимпиады. слайды непосредственно показываются только именно как картинка, как слайды. Если вы хотите поделиться экранчиком, где открываете страничку с презентацией, ну, с сайтом, вам нужно внизу в левом углу есть кнопочка «Показать экран». И уже показывая экран, вы можете там перейти у себя непосредственно на компьютере на страницу с сайтом. То бишь нажимаете Всё кнопочку понятно. «Показать Тогда экран». это будет очень Весь сложно. экран делите, да. Так, весь экран и поделиться. Тут пишет почему-то Да. отмена. Так. Что? Поделиться должно быть синеньким. Оно не дает мне Весь синеньким. экран, потом нажимаете на... Нет, смотрите, весь экран видите? Видите всё. экранчик, нажимаете на Да. него. Да. Вот. Так. И непосредственно вот вы сейчас демонстрируете страницу с сайтом. Уже видно, да? Ага. Значит, Да. официальный сайт Всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха-Якутия находится на сайте Малой академии наук. Здесь вот есть такие кнопочки, и вы видите вот красную кнопочку «Раздел Всероссийской олимпиады школьников РСЯ». Олимпиада, конечно, проходит по обязательно соответствии, согласно нормативно-правовым актам. Значит, документам Министерства просвещения Российской Федерации, это порядок проведения, изменения в порядке. Но я хочу сегодня еще отметить, что порядок проведения был утвержден в 2013 году, и в этом году, значит, вот организаторы этой олимпиады
есть, должны утвердить новый порядок проведения этой олимпиады. Так, есть также здесь методические рекомендации по проведению школьного муниципального этапа олимпиады уже в этом учебном году, и все документы Министерства образования и науки нашей республики. Так, на этом сайте вы можете ознакомиться об олимпиаде, об истории олимпиады, с итогами наших школьников разные учебные годы, узнать новости, какие новости у нас в республике по олимпиадам, посмотреть, значит, все документы по этапам муниципальным прошлого года, этого года, региональный этап, когда начнется, пока у нас прошлогоднего учебного года. И, значит, все документы, которые нужны для участия на заключительном этапе. Так, теперь как я отсюда выхожу? Угу. Вы уже, наверное, посмотрели особенности, да, какое отличие у этой олимпиады. Так, значит, школьный этап. На школьном этапе могут участвовать все желающие обучающиеся с 4 по 11 класс, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы основного общего и среднего общего образования. Значит, как по олимпийскому лифту поднимаются те, кто набрал необходимое количество баллов, которые устанавливает организатор этапа. Так, дальше. Вот эти предметы, 24 предмета, которые, значит, эта олимпиада, Всероссийская олимпиада школьников проводит по этим предметным олимпиадам. В этом году есть у нас создали новый брендбук новый, и каждый предмет имеет свой символ. Видите, как красиво нарисовали, то есть для того, чтобы каждый предмет имел свою особенность. В нашей республике из этих предметных олимпиад проводятся все, кроме испанского языка и итальянского языка. Сегодняшний наш вебинар, наша встреча вообще посвящена тому, чтобы мотивировать наших детей и наших родителей для активного участия и для качественной подготовки, чтобы принимать участие на олимпиадах. И я сегодня своими слайдами хотела показать именно, что смогло бы нас мотивировать. Посмотрите, значит, тут у меня два стенда. Значит, это призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Конечно, я всех не смогла внести. За последние 10 лет у нас более 50 призеров заключительного этапа. С правой стороны вы видите, некоторых из них я внесла, чтобы вы видели, что здесь есть школьники из разных школ, из разных улусов, из разных городов, и куда они поступают после своего, то есть благодаря олимпиаде, благодаря своему диплому заключительного этапа поступают в разные вузы. И, значит, есть тут даже Марк Гаврилев, который уже сейчас является сотрудником нефтяной компании «Лукойл».
Ну, они все вот призеры заключительного этапа. Я хотела вот сказать этим, все очень успешно обучаются и после этого успешно работают. С левой стороны у нас в этом учебном году есть два призера заключительного этапа, которые еще являются школьниками. Но они оба в этом году будут выпускаться, они 11 классы. И посмотрите, пожалуйста, вот их путь. Кирилл Ескин сегодня еще будет сам выступать. Он начинал заниматься и вообще активно интересоваться олимпиадой с 7 класса. Ну, на наш взгляд. В 7 классе он в составе сборной республики, значит, участвовал на международной олимпиаде имени Сатпаева в Казахстане и, значит, удостоился диплома 3-й степени по естественно-научному направлению. Также он участвовал на олимпиадах по французскому языку, по, значит, истории, по литературе и обществознании. В 2019 году будучи 9-классником, стал призером заключительного этапа олимпиады по литературе. Также он защищал честь своей школы в командной олимпиаде по программированию. Стас Новиков, он обычно участвует на олимпиадах по математике, информатике и физике. И, значит, у него очень хорошие успехи по физике. Он обладатель серебряной медали Международной олимпиады школьников по экспериментальной физике, а также, тоже будучи 9-классником, стал призером заключительного этапа по физике. Помимо Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, есть еще другие олимпиады, которых поддерживает наше учреждение. Да? Это Олимпиада школьников Республики Саха-Якутия. Чтобы не терять время, я не буду переходить по ссылке. Значит, это все тоже документы, положение, порядок по этой олимпиаде также вы можете найти на сайте нашего учреждения Малой академии наук. Также есть перечень олимпиад школьников Министерства образования и науки Российской Федерации. И про олимпиады, которые, там около 100 олимпиад, и более подробно расскажет сегодня Аксинья Дмитриевна, которая будет выступать после меня. Также ежегодно утверждается федеральный перечень олимпиад и конкурсов Министерства просвещения Российской Федерации. Пока этого учебного года перечень не утвержден. Есть 2019 года. И ежегодно в этом перечне бывает более 300 разных мероприятий, которые поддерживаются именно Министерством просвещения Российской Федерации. Помимо этих более таких значимых уровневых олимпиад, есть еще ведомственные олимпиады, которые проводят и организуют различные фонды, образовательные учреждения, разные ведомства. Также мы, как Малая академия наук РСЯ, тоже мы проводим свои олимпиады. Но здесь я, конечно, хочу показать. Так. Ой, нет, не туда. Угу. Какие у нас есть олимпиады? И, конечно, приглашаю всех принимать, особенно родителям хочу сказать, что надо желательно стараться поддерживать детей для того, чтобы они участвовали в различных олимпиадах, потому что это очень интересно для детей.
это большой опыт. Вот у нас есть олимпиады по решению головоломок, есть заочные олимпиады по математике для младшеклассников, есть заочная олимпиада по химии, есть командные олимпиады по программированию, шахматная олимпиада. Также вот к интеллектуальным состязаниям относятся турниры. У нас 4 турнира. Это турнир юных биологов, якутский химический турнир и турнир по экспериментальной физике, ну и чемпионат по программированию. Это все командные турниры. Так, и перехожу дальше. Подготовка к олимпиадам. Как готовиться к олимпиадам? Так, ну, есть, можно выделить 4 на сегодняшний день, вот 4 вида подготовки, да. Это работа с учителем, это выезд на сборы или онлайн-подготовка на учебно-тренировочных сборах, это занятия с репетитором и самостоятельная работа. Работа с учителем, это означает, значит, работа в школе, это индивидуальная может быть подготовка или во время кружков, как доп. Образование. Сборы, учебно-тренировочные сборы, обычно они организуются организациями, учреждениями, например, Малой академией наук, и туда приглашаются отобранные по итогам тоже различных мероприятий школьники. Или, значит, вы можете заявиться на учебно-тренировочные сборы, если вас интересует какие-то, ну, подготовка к каким-то предметам. Сегодняшний вебинар был, значит, организован тоже вот в связи с событием, что Высшая школа экономики и Хангаласский УЛУС, они вот проводят совместный проект для подготовки детей на... Ой, что случилось? Звука нет, да? Для того, чтобы подготовить обучающихся школьников Хангаласского АЛУСа к Всероссийской олимпиаде школьников. Вот на днях мы уже с 13 ноября планируем начать учебно-тренировочные сборы именно для обучающихся Хангаласского УЛУСа. Так, занятия с репетитором. Ну, это, значит, более такое специфичное подготовка. Во-первых, с репетитором занятия платные. Во-вторых, мало репетиторов, которые вот специализируются на подготовке к олимпиаде. И самая доступная подготовка – это самостоятельная работа. Это работа с учебной литературой, с научной литературой, работа с интернет-ресурсами. Ну, я надеюсь, что моя презентация будет обязательно на нашем сайте размещена, и вы еще раз можете просмотреть. И, значит, вот этими, значит, ресурсами и так далее тоже использовать для своей подготовки. Также обязательно надо просматривать задания прошлых лет на методическом сайте Всероссийской олимпиады школьников. Вообще олимпиада, подготовка к олимпиадам, это не должно быть 2-3-часовая работа, да, с учебником или там решение заданий, да. Подготовка к олимпиадам – это должен быть образом жизни. Надо очень любить предмет для того, чтобы иметь какой-то успех к этой по олимпиаде, да. Ну и стараться вот свой график подготовки иметь на несколько лет или хотя бы на 1 год, думать творчески, учиться писать разборчиво, тренировать концентрацию. Ну вот вы видите, да. И, конечно, очень поможет общение с победителями. Они вам могут дать очень многое, поделиться своим опытом, поделиться секретами, ну и проконсультировать своими советами. В конце вот я хочу
немножко обсудить с вами, да, вопрос, вот что дает именно участие на Олимпиаде. Конечно, однозначно это новые знания, это развитие, это личностный рост. И вот в самом конце я пишу, что это новые знакомства и путешествия. А, Участие в Олимпиаде, обычно Олимпиады проходят в разных городах, и когда вы выезжаете на Олимпиады, на состязания, вы знакомитесь и можете подружиться с огромным количеством умных сверстников своих, и эти знакомства уже у вас будут могут продолжаться и всю жизнь. Так что это немаловажный факт. Помимо того, что вот первые 4 пункта, ну, это однозначно понятно, да, всем. Также есть государственная поддержка. С левой стороны я это прописала. Во-первых, поступление в вузы страны по профилю, это зачисление без вступительных испытаний, это дополнительные баллы. И помимо этого, каждый вуз сам определяет, какую именно льготу давать олимпиадникам. Поэтому для того, чтобы после того, как вы выберете вуз, да, если у вас, например, цель поступления в вуз, то надо обязательно внимательно изучить правила поступления, и там обязательно бывает раздел о льготном поступлении или, значит, о льготах, которые предоставляются олимпиадникам. Также это денежное вознаграждение. В нашей республике по итогам года олимпиадникам вручается стипендия главы на елке главы республики. Также 4-й год мы, значит, проводим конкурс стипендий Малой академии наук. По итогам конкурса 100 школьников становятся действительными членами нашей академии, и 100 школьников членами-корреспондентами нашей академии. И все они ежемесячно получают денежные средства. И этот конкурс можно выиграть только если вы сможете стать победителем или призером Олимпиад. Ну, и также наше Министерство образования и науки нашей республики выделяет бесплатные путевки в всероссийские детские центры «Орленок», «Океан» и также оказывает финансовую поддержку при участии в других интеллектуальных конкурсах. Например, оплачивает оргвзнос или проездные для того, чтобы дети могли принять участие в уровневых таких вот интеллектуальных конкурсах. Так. Ну и есть вот 5 советов для тех, кто уже участвовал на Олимпиадах, но еще не стал призером или победителем. Вы с этим можете ознакомиться. А на фотографии, значит, вот наши призеры Всероссийской олимпиады школьников. Значит, вот Петров Николай, английский язык, Ксения по экологии, физике, Артем и Стас, Пурнышова Вероника, которая стала призером по физической культуре, Головко Артем. И здесь у нас, значит, наша команда, это 4 года назад, по-моему, в Казахстане. Среди них вот у нас Искин Кирилл стоит. Вот. Спасибо за внимание. Так, вот. Спасибо вам большое. Действительно интересная информация. Мне кажется, что 5 советов особенно хороши. Ведь от участия в олимпиадном движении получают, конечно, не только победители, призеры, а получают все ребята, поскольку в вуз можно поступить не только по олимпиадам, но получить интерес к предмету совершенно точно можно, участвуя в олимпиадном движении. У нас еще есть вопрос о том, как получить презентацию. Презентацию разошлем. И мы попросим, Галина Александровна, если не трудно, сбросьте, пожалуйста, прямо сюда в чат нашего семинара, как сказать, электронный адрес сайта вашей Малой академии, который вот вы показывали, где есть перечень олимпиад и все необходимые документы. Ну, а мы продолжаем.
Дело в том, что в Российской Федерации, кроме Всероссийской олимпиады школьников, есть еще так называемые вузовские олимпиады. Они аж есть 1, 2 и 3 уровня. И вот я предоставляю слово Аксине Дмитриевне. Пожалуйста, выходите в эфир, Аксинья. Главному специалисту факультета СВФУ имени Амосова и секретарю Координационного совета малых академий, координатору олимпиад из перечня Российской олимпиады школьников на базе СВФУ. Добрый вечер. Так, да, ага. Меня слышно, да? Да, слышно, отлично. Слышно? Ага. Так, можно мою презентацию подключить тоже? Ага, вот уже подключили. Ага, спасибо. Так, уважаемые наши участники вебинара, вот очень интересная у нас беседа, встреча происходит. Я очень вкратце хочу остановиться на тех олимпиадах, которые проводятся на базе Северо-Восточного федерального университета. То есть мы считаем, что мы создаем уникальные условия для школьников нашей республики, не выезжая за пределы республики, имеете вы принимать участие в олимпиадах из перечня Российского совета олимпиад школьников. Вы знаете, что ежегодно утверждается этот перечень. И как я дальше делаю вот презентацию? Так. Так. Дальше вот. Двигайте вперед-назад. Видите? Кнопочки внизу слева. Внизу слева. Я вижу. Ага, это вы двигаете? По-моему, я двигаю. Ага. Ну вот олимпиада из перечня утверждается Министерством образования Российской Федерации, да, и в этом году утверждено 83 олимпиады. 83, да. И вот Галина Семеновна вам немножко напомнила о том, что какие льготы дают эти олимпиады. Вот олимпиада из перечня, она здесь, дипломы, они действуют 4 года. То есть, если вы принимаете участие в олимпиаде в 8 классе и, значит, становитесь дипломантом, это олимпиаде из перечня, то ваши дипломы будут действительны в течение 4 лет. Но и воспользоваться вы можете своим дипломом в случае, если вы подтверждаете единый государственный экзамен по профилю олимпиады на 75 баллов, и тогда у вас появляются большие шансы. Во-первых, вы можете поступить без вступительных экзаменов в вуз, или приравнять свои результаты баллов к 100 баллам. Ну и иногда бывает так, что вузы дают 10 баллов в сумме индивидуальных достижений. Но это ежегодно утверждается в правилах приема вузов. Уже сейчас, в данное время, информации 11-классникам, все правила поступления в вузы утверждены, они все находятся на сайтах вузов, и поэтому вы с этими правилами, с изменениями вы можете ознакомиться. В этом году произошли большие изменения по приему в вузы, и поэтому вам необходимо будет обязательно посмотреть, какие изменения произошли. Ну, прежде всего, это касается, конечно, при поступлении учитываться будут результаты олимпиад. Это первое, это то, о чем говорила Галина Семеновна, это Всероссийская олимпиада, конечно, это олимпиада очень высокого уровня. Конечно, все вы принимаете участие в этой олимпиаде, но, конечно же, это олимпиада высшего пилотажа, поэтому иногда бывает, что у нас не очень-то бывает много дипломантов. Но вот в олимпиаде, которые проводят вузы, у вас есть большая возможность стать дипломантами.
25% из всего числа участников заключительного этапа становятся призерами. Конечно, там учитываются баллы. Так. Ну вот какие олимпиады проводит наш Северо-Восточный федеральный университет? Во-первых, это олимпиады, которые вошли в перечень. Это первая олимпиада, которую я бы хотела сказать о нашей филологии. Это филология, Северо-Восточная олимпиада школьников, уже в 4-й год входит в перечень. Это внутри которой сидит русский язык и литература. Олимпиада проводится с 8 по 11 классы, да. И с филологией, значит, вы можете претендовать на многие вузы страны. Следующие олимпиады, которые мы по соглашению проводим на базе нашего университета, это многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» Южноуральского государственного университета. Олимпиада техника и технология по 6 направлениям в этом году этой олимпиаде присвоен 2-й уровень. И следующая олимпиада – это олимпиада естественной науки, внутри которой находится физика и математика. Далее мы проводим, не 1-й год, проводим олимпиаду Сибирского федерального округа «Будущее Сибири». В этом году «Будущее Сибири» вошла в перечень химия и физика. Но раньше она, вот в прошлом году физика была, в этом году вошла и химия. Поэтому вот мы очень рады, что эти предметы мы будем проводить. Следующая олимпиада, отраслевая олимпиада «Газпрома». Отраслевая олимпиада «Газпрома». Она тоже проходит у нас по 3 предметам: химия, физика и информатика. Да? По-моему, вот на экран у меня полностью не показывает. Да? Вам видно это? Все олимпиады видны или нет? Видно или нет? Что-то не слышно. Видно, спасибо. Так, дальше идем. Следующая олимпиада – это САММАТ, олимпиада Самарского государственного университета, это по математике. Мы будем проводить для 10-11 классов, но на сайте вы можете принять участие, начиная с 6 класса. Эту олимпиаду мы проводим уже тоже не 1-й год проводим, да, и результаты у нас не очень неплохие результаты. Следующая олимпиада, которую мы проводим совместно с финансовым университетом при правительстве Российской Федерации, олимпиада называется «Миссия выполнима. Твое призвание финансист» по 4 предметам. Это история, обществознание,